Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня. В студии Георгий Плеев. Смотрите в выпуске. Мы сохранили его через бури и невзгоды. Теперь перед нами стоят новые вызовы. Сегодня день осетинского языка. Дни культуры Южной Осетии в Чечне. Президент республики находится с рабочим визитом в Чеченской республике. Сегодня в эфире нашего телеканала запись прямого эфира грандиозного финала проекта «Дзерт», приуроченного ко Дню осетинского языка. В День осетинского языка в Доме-музее Васу-Абаева прошли праздничные мероприятия. Мы отмечаем День родного языка. Осетинский язык как неотъемлемая часть ДНК каждого осетина. Это наше детство, взросление, становление и, наконец, непререкаемый морально-нравственный ориентир нации. Это удивительный мир нардского эпоса и наследие великого Коста. Приводим поздравления президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днем осетинского языка. Abun mochnesan kenem nemadalun vzajibun. Hemen zerde bine yarfekenen atsira suhdeme ferincin xaznanın vaktuy nefedelte. ودوني قافقا باور تو истории و زوزیل دوخن تمنر تا ما خشتن استمت سمه سفن ما بازم. ما نروخ کنت خوصاری رستون ریسپوبلیکا راسیدن ما پادساخادون خد بارزینا دل توختر فزاج فارستاتای کیرایدت تا. ایرون فزاگون ریسپوبلیکا نه پادساخاد بندور اما آستو ماخس. اما ما خیال که خسترو فلدر قوستار دزداخنم بلون پادساخادون پروگرامتم. زنار خلرته یرستون آل ایرون خزار در زلت نمادلون فزاک. زردر اخسن یارج تایل زورند سننیز آمونچن قبولتم. Конец цитаты. Сегодня, в День осетинского языка, представители руководства республики и научной интеллигенции собрались у памятника основоположнику современного литературного осетинского языка Коста Хетагурова. Прозвучали бессмертные строки великого поэта и произведения классиков осетинской литературы. Эльвира Тибелова подробнее. В честь празднования Дня осетинского языка и литературы в сквере Коста Хетагурова собрались сотрудники администрации президента, общественность, преподаватели осетинского языка и литературы и учащиеся школ. Alla demender ya modalun nefsakten gashtiagu. Ademagan naqajianis khuttoy modalun nefsak ya mod kudsenar khmakud gashtiagu. Modalun nefsak dar qomawa hafte. Umachen arva stalegen net zerduad. Na namus nevzak zardatan satak. Iratten master zonet swimmen. Kenenis norte. От имени главы государства Алана Гаглоева присутствующих с праздником поздравила заместитель руководителя администрации президента Анна Чочева. Помощник руководителя администрации президента Инал Плиев зачитал стихотворение основоположника осетинского литературного языка Коста Хетагурова на стуан на осетинском и болгарском языках. Завещание. Прости, ако моята песен наистина в плач прерасте, комуто стихът не харесва, да пее той, както си ще. Дългът ми към вас осъзнавам, да бях издължил някой път, не бих пял печално тогава, не би плакал в мене гласът. Стихотворения известных осетинских поэтов, посвященные Осетии и родному языку, зачитали учащиеся среднеобразовательных школ города и финалисты телевизионного проекта «Дзерт». Arve presentem i den sista jakad.
Zerdebowchtoy, Anamal Gatach, Iron van der Mochen, Nafidor Masik. اخشار دینادنن بازادی فدلتای خشمای مخ ترسای و برزند قباتر دیناد خسار املک دیناد و تابوگند نتخ امنزند. Мероприятие было подготовлено силами Управления культуры и администрации города Цхинвал. Эльвира Дебилова, Заур Устаев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В Чечне сегодня начались Дни осетинской культуры во всем ее величии. Президент Южной Осетии возглавляет официальную делегацию и пробудет в Дружественной Республике с официальным визитом с 15 по 16 мая. На завтра запланирована встреча глав двух республик. Подробности в репортаже Зарины Кучевой. В Чеченской республике стартовали Дни культуры Южной Осетии. В Грозном состоялась встреча министров культуры. Стороны тепло поприветствовали друг друга и отметили важность развития и укрепления сотрудничества. Взаимоотношения в сфере культуры развиваются стремительно, и мы надеемся, что дальше связи будут только укрепляться, подчеркнула Рада Загоева. Очень важно, когда бывает искреннее такое желание, стремление к какому-то сотрудничеству, сближению народов через культуру, через язык культуры. Поэтому еще раз, Айшат Рамзановна, большое вам спасибо за вот такое плодотворное теперь уже сотрудничество. Айшат Кадырова в свою очередь добавила, что Дни культуры Южной Осетии в Чеченской республике – это новый импульс в двусторонних отношениях. Очень рада, что вы поддержали идею проведения Дней культуры, и я уверена, что такие мероприятия помогут нам лучше узнать друг друга и поддерживать наши отношения. Рада Загоева преподнесла в дар коллеге куклу в национальном стиле. Я знаю, что вы очень интересуетесь дизайнерским направлением, и вот эта кукла, пусть она украсит или ваш кабинет, или займет какое-то место в вашем доме. Это осетинский национальный наряд, работа осетинского мастера. Гости посетили и мечеть в сердце Чечни, а также модный дом Айшат Кадыровой. Это наше производство. Здесь мы создаем женскую коллекцию, спортивизированную и прет-а-порте. Президент Алан Гаглоев принимает участие в мероприятиях в рамках Дней культуры Южной Осетии в Чеченской республике. Алан Гаглоев встретился с Рамзаном Кадыровым. Встреча проходила в резиденции главы Чеченской республики. И сегодня же состоялось возложение цветов к мемориалу первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова. Далее делегация Южной Осетии во главе с президентом посетила музей памяти Ахмата Хаджи Кадырова. У нас проходят выставки, около 40 выставок в год, да, в разных стране, да, бывает за рубежом, да, поэтому, а внизу это основные экспозиционно-выставочные залы. А уже на завтра запланирована официальная встреча Алана Гаглоева и Рамзана Кадырова. Стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество. Вопросы будут, конечно, в плане развития, в плане взаимодействия, в плане укрепления тех связей, которые сложились между нашими республиками. Мы сегодня уже встретились по приезду. Есть вопросы и у юго-осетинской стороны, и у Чеченской республики, но вопросы исключительно рабочего порядка и развития и укрепления тех дружеских и братских отношений, которые сложились между нашими народами. Настрой у нас такой правильный, братский, и когда настрой и отношения друг к другу бывают такие, результат бывает обязательно. Официальное открытие Дней культуры Южной Осетии состоялось сегодня. У жителей Чеченской республики будет возможность познакомиться с творчеством Госдрамтеатра имени Кустахи Тагурова. Чеченский зритель сможет посмотреть спектакль «Черная бурка» и концерт государственного ансамбля песни и танца «Симд». Зарина Кучева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. В День осетинского языка в Доме-музея выдающегося лингвиста Василия Ивановича Абаева прошел лекторий, приуроченный к этому дню. Профессор Костад Зугаев прочитал лекцию под названием «Размышления о Васо мыслителя».
В День остинского языка представители интеллигенции и общественности возложили цветы к памятнику выдающегося остинского ученого Васо Абаева. Далее в Доме-музея Абаева лекцию на тему «Васо-мыслитель» прочитал профессор Костад Зугаев. Лекция была разделена на несколько частей. Зугаев рассказал о том, как Васо Иванович относился к политике, истории и религии. Естественно, в первую очередь ценим как филолога, который создал монументальный и уникальный в своем роде труд. Он, кстати, был первый тогда. Ни у одного народа не было такого историко-этимологического словаря, который Васо Абаев сделал для нас. И работал-то он над ним всю жизнь фактически. И сегодня же директор Дома-музея Мадина Устаева адресовала слова поздравлений победителю телевизионного конкурса «Дзерт» Азамату Келехсаеву. Еще раз поздравить Азамата Келехсаева, пожелать ему дальнейших успехов и удачи. Вот, дай Бог, мой дорогой, чтобы у тебя все было в особой форме хаджуру. И хочу преподнести тебе вот это уникальное издание из 4 книг Фарн Васо. Я думаю, что это очень хороший подарок, мой дорогой. Давай, мой дорогой, В завершении лекции Костад Зугаев поздравил всех с Днем остинского языка. Na Christarte Hevada, Christarte Kostostuma, Balakot Kutte Hevatte Nevzogen, a Deutomene, a Vassoi Forne. Und meine Hasségallon kann ich dann aber wieder la Historia ist, Zonute. Alles das schöne Fitchagol, da Sowjetuniversität. Лекции на самые разные темы будут проходить в течение года. Уже определены научные работники и подготовлены темы. Лена Газаева, Регина Черткоева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в эфире нашего телеканала вы можете посмотреть запись прямого эфира грандиозного финала проекта «Дзерт», приуроченного ко Дню осетинского языка. Репортаж обозрения Агунды Гобозовой об этом уникальном телепроекте, внесшим, в свою очередь, весомый вклад в развитие и сохранение осетинского языка. Праздник в честь осетинского языка. В пятницу на республиканском стадионе прошел финал телевизионного поэтического конкурса «Дзерт». В прямом эфире телезрители болели и переживали за своих фаворитов. 9 финалистов боролись за главный приз. Стадион собрал зрителей со всей Осетии. Открылось мероприятие приездом делегаций со всех районов республики. Несмотря на сильный дождь, холод и некоторые технические неполадки, участники продолжали выступления. Зрители не спешили расходиться, ведь все хотели услышать имя победителя. Соревновались не только чтецы, но и наставники Григорий Мамиев и Оксана Джиоева. Республиканский стадион уже давно не принимал такое количество гостей. За конкурсантов болели и представители руководства республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым. Мастерство речи оценивало компетентное жюри, а перед ними стоял нелегкий выбор. После долгого обсуждения члены жюри определили тройку победителей. Первого места удостоился Азамат Келехсаев. Он получил диплом первой степени и приз в размере 40 тысяч рублей из рук президента. شغل من نرای گرم بسته نه مدلون افزاکم بلون و زاتل وایه و ما ایرستونن سفن نای شلخصت آزمت عرفدن کنم چی دارید در باشو دیسودون دورتر در انتسته تا دورتر در روزمشد در رای گرم بسته در مدلون افزاک در روزمکت کنه و خمخته
место и денежной премии в размере 30 тысяч рублей удостоилась Валерия Ванеева. Третье место и 20 тысяч рублей получила Анастасия Биченова. Директор ГТРК ИР Хатуна Казиева поздравила их с победой. Все остальные финалисты также были награждены дипломами и денежными призами в размере 10 тысяч рублей. И сегодня же в эфире нашего телеканала смотрите финал конкурса «Дзерт» сразу после информационной программы «Абун». Агунда Губозова, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. ГТРК ИР незамедлительно реагирует на обращения граждан. В этот раз с просьбой озвучить их проблему в эфире к руководству телекомпании обратились жители улицы Железнодорожная. Съемочная группа Анжелы Кокоевой постаралась разобраться, в чем же состоит проблема жителей этой улицы. Это улица Железнодорожная, ухабы и ямы, слякоть и лужи. Передвигаться по улице после дождя для жителей одно испытание. В дождливую погоду ямы превращаются в огромные лужи. Пешеходам приходится перепрыгивать их, либо на помощь приходят резиновые сапоги. На ГТРК ИР обратились жители улицы Железнодорожная с просьбой озвучить их проблему. На руках у жителей копии заявлений, адресованные руководителям разных профильных ведомств. Водоканалу костюмы мало хотер жертвуем мы что сразу за каждое ну что сразу на حاجتنا لاجستنا بوكلم بايدانو ما آدم تقسیم سپادلتن کارس باشه انتم کارنه آدم تقسیمستنو. Под капитальное строительство улица внесена в инвестиционную программу 2025 года, отметил в ходе своего прямого эфира министр строительства, архитектуры и ЖКХ Константин Эльзаров. Железнодорожная улица, это у нас все-таки 25-й год. Вот жители просят, нельзя ли сделать просто хотя бы отсыпку этой улицы, чтобы просто непролазная грязь бывает во время дождя. Этими работами именно город занимается. Мы внутри города сами обслуживанием не занимаемся. И сейчас как раз, я думаю, в течение месяца решится вопрос по организации, которая выполняет эти работы, потому что она сейчас испытывает там небольшие трудности, и администрация города сейчас занимается вопросом согласования проведения таких работ с дорожниками республики. И, возможно, если они к чему-то придут, то, скорее всего, у администрации появится дополнительная возможность привлечения специалистов к этим работам. Заместитель главы городской администрации, комментируя проблему жителей улицы Железнодорожная, заверил, что в ближайшее время в планах временно произвести обсыпку. Анжела Кукоева, Александр Кукоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Комитет по молодежной политике и спорту в день празднования осетинского языка организовал автопробег. Родной язык – это наше богатство, это наши традиции и культура. По всей республике проходят мероприятия, посвященные Дню осетинского языка. Мы обязаны пронести этот дар предков сквозь годы и передать его нашим младшим, отметил председатель комитета Руслан Хубежев. Акцию поддержали не только работники комитета, но и представители молодежи, а также спортсмены. Висмо на коди знавры районердан дар, жав районердан дар, така куднер аджини, аминди дар кудрат чини мегаско аджини. Чеген машина там можно загана чен така и саж чен и филтес, может филдер, может така нема надара карум бомбар, что така нам шос адам рбоюджи, фалон нам кудна мофтал нам и сочеген и стен, может
Ханджойма вахсов тартаны, ханджойма вахсов, дан так как адунсты, архачина буну берег бунана. Пуздик мафанды заган, кайнамир бою стануджидар, кайройстой хоят, ашем берег бун, май нафорсме керболаду стоит хер. Из новостей спорта у нас итоги спартакиады по разным видам спорта, прошедшей в Ленигорском районе. Подробности в репортаже Анжелы Кокоевой. В Ленигорском районе подвели итоги спартакиады, которая стартовала в конце апреля среди школьников. Легкая атлетика, шашки, шахматы, волейбол, эстафетный бег, настольный теннис. Более 100 участников состязались в разных видах спорта. Ленинgur rayonu школата хоид ростуй ивелдар спартакиада. Иумя соростом отдел образования ма. Абунен соростом уже итогта, абун монамди финалта волейболай, шахматай, ма эстафетатай. Вдинам навидар шашкитадар, настольный теннисдар, ма легкая атлетика. Ма чирамбелта призумбенатта чидарит таксиста, удон абун схорзахченку там ивелдар. В финале спартакиады встретились команды Тинягарской, Орчусанской, Ленигорской, Русской и Грузинской школ, а также сильнейшие индивидуальные участники. В финальные игры были внесены состязания по эстафетному бегу, волейболу и шахматам. Все команды были настроены на победу и провели превосходные игры. Первое место в общекомандном зачете по волейболу заняла команда Тинягара. Вторыми стали представители Ленигорской русской среднеобразовательной школы. На третьем месте команда Орчусанской средней школы. Среди юных шахматистов первое место заняла Альбина Марьева, второе – Давид Булатаев, оба учащиеся Тинягарской средней школы. На третьем месте ученик Орчусанской школы Дмитрий Авлохов. Победителем спартакиады стала команда селения Тинягар. На втором месте представители Ленигорской русской школы, на третьем – Ленигорская грузинская школа. Победители получили кубки и грамоты. В программу финала были внесены соревнования по эстафетному бегу. Быстрее всех до финиша добежала команда Тинягарской средней школы. Вторыми были бегуны команды Ленигорской русской школы. За спортивные достижения грамотами отдела образования администрации Ленигорского района были награждены и призеры индивидуальных соревнований. Sport'dan ve ahırda ştırın taşıyla tafeni kanal fastama ve alçıda rızda xat yaxore ama yarayımdan nıskıdat ve xurjinat şirkasat rayım sport'dan muhırda ravşafım kanan. Глава администрации Ленигорского района Иларион Гагиев поблагодарил руководителей отделов спорта и образования Казимира Бестаева и Мадину Сланову за проведение соревнований на высоком уровне, а также выразил признательность тренерам и наставникам, подготовившим учащихся к соревнованиям. Целью спартакиады школьников является пропаганда здорового образа жизни, приобщение подрастающего поколения к спорту. Анжела Кокоева, Геннадий Мамитов, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. По республике, наконец, ясная погода. В Знаурском районе днем плюс 20, ночью плюс 9. В Дзавском районе днем плюс 17, ночью плюс 6. В городе Квайса днем плюс 16, ночью плюс 5. В Ленигорском районе днем плюс 18, ночью плюс 9. В Цхинвале днем плюс 20, ночью плюс 8. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания.